Салам барыңыздарга. Биздин бүгүнкү саякатыбыз Google компаниясына болмокчу. Google компаниясын биз менен бирге кирип көрүп чыгыңыздар. Айтылуу биз күндө бир канча жолу колдонгон Google компаниясы. Мына биз астына келдик, азыр киребиз. Азыр мен олтурган жер дал ушул айтылуу Google компаниясы. Жана менин жанымда ушул Google компаниясында иштеген менин мекендеш кызым отурат, Наргиз. Назик. Кандайсыз, Назик? Жакшы. Кандай иштеп атасыз? Азыр биз убакыт өтө тар болгондугуна байланыштуу түштөнүү учурунда Назик менен кыска маек кылабыз. Убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Назик, эми айтып берсеңиз, сиз канча жыл болду бул жака келгениңизге? 3 жыл болду быйыл. Бул жака келип Google компанияга орноштуңузбу же кандай болуп Googleга кирип калдыңыз? Эми ошол кызыктан мага. 3 жыл мурун мен бул жака Филадельфияга MBA бүтүргөнгө келгем, MBA окуганга. 2 жыл окудум. Ортосунан биринчи жыл бүткөндөн кийин иштедим стартапта Калифорнияда. Андан кийин бүтүргөндөн кийин 2 жылдан кийин 1 жыл мурун Google компаниясына орношуп иштеп баштадым. Кандай орношуп калдыңыз? Орусчага өтөйүн. Это часть рекрутинга в бизнес-школе. Долгий процесс, когда учишься, когда заканчиваешь MBA, начинаешь искать полноценную работу. Это занимает несколько месяцев. Проходила через весь процесс рекрутинга в Google. Примерно 2,5-3 месяца это заняло, чтобы получить предложение о работе. И в июле прошлого года, 2018, я начала работать в Google. Я раньше работала в Кыргызстане, но совершенно в других компаниях, да, в местных компаниях. Потом я поступила, приехала сюда, и уже после окончания учебы в США я начала работать в Google. Бул жерде азыр кандай жумуштарды жасайсыз? Финансы. Google'дын Waze Carpool деген специальный продукт бар. Навигационный карты, анан кийин 2 киши бир машинада отуруп, чогуу күнүгө үйдөн жумушка бара турганга продукт чыгарган Waze Carpool деген. Ошого мен финансовый веду финансы, в общем. Жумушуңуз өзүңүзгө жагабы? Ооба, абдан жагат. Менде финансыда 8 жыл опыт работы бар Кыргызстанда. Мен мектепке келгенче, бияка MBA'ге келгенче. Андан кийин 2 жыл мектепте, андан кийин уже 1 жыл бүтүргөндөн кийин 9 жыл иштеп атам финансыда. Абдан жагат. Азыр сиз өтө кыска убакытым бар дедиңиз. Бүгүн кандай пландар бар? Эмне үчүн убактыңыз кыска? Негизи эле жумуш процесси кандай жүрөт сиздерде? Ооба, биякта мындай жок да, эртең менен 8-де кел, анан кийин 5-те кет деген. Эч ким анча деле карабайт сени каякта отурганыңды, кайсы жерден иштеп атканыңды. Самое главное жумушту бүтүрүш керек да. Бирок ал жумуш абдан көп объему. Биякта иштейм десең, конкурировать этем десең башка элдер менен обязательно абдан көп иштеш керек. Примерно каждый день 12-14 часов работы, да? Начинается в 6:30 утра со встреч. И весь день у меня встречи, практически весь день. Первая половина недели очень много встреч с разными людьми, по полчаса, по часу, это обсуждение разных дел. И потом вторая часть недели это в основном уже выполнение самой работы, да, в зависимости от того. Это разные документы писать, разные модели строить и так далее. Но вот понедельник очень тяжелый день, как всегда. Азыр биз сиздин офисиңизге киргенге бизге уруксат жок экен, бул жака. Анан болбосо мүмкүн иштеген жериңизди көрөт элек, кесип иштериңизди көрөт элек, имараттын ичин көрөт элек. Бирок биз азыр ошол имараттын астында отурабыз, көлөкөдө. Кесип иштериңиз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай адамдар менен иштешесиз? Google'да азыр 90 000 киши иштейт. Бул только полноценный, как бы на полный рабочий день, который работает. У меня сложности теперь и с русским, и с кыргызским. И еще плюс
60 тысяч контрактников, да, которые оказывают услуги вне работы. То есть около 150 тысяч человек работает в Google по всему миру. Большая часть сконцентрирована здесь, в Бэй-Эре. Это огромная компания, естественно, я знаю там только маленькую-маленькую частичку этих людей, но я могу точно сказать, что все люди очень-очень умные, все люди прекрасно коммуницируют, уважают друг друга, и при этом, насколько бы они умны не были, здесь есть разные люди с разным опытом работы, с разным уровнем опыта работы, с разным образованием, люди, которые начинали свои компании успешно, они работают бок о бок здесь с нами. И все они очень скромные, при том, что они такие умные, такие целеустремленные, такие трудолюбивые. Все очень скромные, все очень уважают время друг друга, все очень уважают мнение друг друга. Практически никогда нельзя увидеть ситуацию, когда есть открытый конфликт на работе, да? Никто никогда не позволит себе такого. Любые вопросы решаются исключительно в уважительной манере. Все очень много работают. Нету такого, что там, типа, я работаю все это время, а все остальные отдыхают. Такого нету практически никогда. Я думаю, что наоборот чувство появляется иногда, что если ты берешь часок-другой себе на личные дела, что появляется такое чувство, что все остальные-то работают очень сильно. Поэтому такой очень сильный дух в целом такого планирования, целеустремленности, работоспособности, интеллекта. Азыр 1 жыл болду иштегениңизге. Алда канча тажрыйбалуу, опытный болуп калдыңыз, а? Анан башында киргенде кандай болду? Негизи эле окуяларыңыздан айтып берсеңиз. Каждый день я чему-то учусь точно в Гугле, это я точно могу сказать. Люди, которые окружают меня, каждый день показывают, что можно смотреть на одни и те же вещи совершенно по-разному. Во-первых, с точки зрения интеллектуальной просто очень много опыта, который я перенимаю. С точки зрения отношений, взаимоотношений, коммуницирования и так далее, тоже очень много уроков, которые я получаю. То, как ты... Важно не только быть умным и иметь что-то, какие-то идеи в своей голове, очень важно еще уметь передать эти идеи так, чтобы убедить других людей, что эти идеи достойны внимания. Поэтому я думаю, что эти вещи я учу очень много. Это немножко другое, чем было в Кыргызстане, когда я работала, потому что у меня есть очень хорошие технические навыки, которые я наработала за годы работы в Кыргызстане, но не очень много таких коммуникационных, более, как здесь называют, soft skills, да, мягкие характеристики, да, если очень глупо переводить, но это то, как ты общаешься с людьми, то, как ты выстраиваешь отношения, то, как ты рассказываешь некоторые вещи. И я думаю, что это все, что я очень сильно получаю каждый день в Гугле. Уже год, как я работаю, и здесь есть такое понятие, как imposter syndrome называется, синдром самозванца. Да? Все говорят, что абсолютно каждый работник проходит через это, когда ты приходишь в эту компанию. Все кажутся настолько умными вокруг, что первая мысль, что я здесь самозванец, да? Что завтра они позвонят и скажут: извините, все это была ошибка, поэтому до свидания. Каждый проходит через этот кризис в начале, когда все вокруг настолько невероятные, что кажется, что это неправильное место для тебя. Но нам всегда напоминают о том, что мы прошли через отбор, мы прошли, честно получили свое предложение о работе, свое место заслужили, и поэтому мы должны помнить, что мы здесь по определенной причине, да, не просто так. Эмнеге таң калдыңыз Google'да иштеп атып? Я думаю, что уровню организации всего, да, то есть, ну, конечно, когда ты вне Google, ты думаешь, это лучшая компания в мире, и, наверное, там все классно, но когда ты приходишь, ты удивляешься тому, насколько уровень вещей, организованности процессов на таком высоком уровне. Это огромная компания, как я уже сказала, больше 150 тысяч человек работает, и чем больше размер компании, тем тяжелее управлять процессами, тем, чтобы все маленькие детали компании друг с другом общались правильно, передавали информацию, эффективно все это происходило. Я думаю, что Google делает отличную работу, которую я даже не ожидала, насколько это все выстроено. Сиз өзүңүздүн шеф, сиздин жетекчиңиз
Бул жакта кандай сапаттарга ээ жетекчилер? У меня есть как бы свой CEO, да, перед тем, как дойти до Сундара. И вот мой CEO, Ноам Барден, который создал Waze, компанию, которая была затем приобретена Google. Вот с этим человеком я как бы постоянно работаю, и я думаю, что это такой самый хороший пример, один из самых хороших примеров предпринимательства, когда человек очень решительный. Ну, естественно, он невероятно умный, с очень классными идеями каждый день, но именно вот одна из, если я возьму, как бы подчеркнуть одно из качеств, то это будет, наверное, решительность, принять решение, при том, что у тебя есть ограниченные ресурсы, ограниченное время, ограниченный доступ к информации, но нужно идти вперед и принимать решения, принимать риск и ответственность за свои решения. Я думаю, что это одно из таких качеств, которыми обладают такие CEO-level. Я очень много работала до того, как поступить, во время учебы. Сейчас работаю очень много. Иногда это приходится делать в ущерб каким-то личным интересам, да? Иногда это приходится делать в ущерб проведению времени со своей семьей, путешествиям, каким-то таким вещам, даже просто отдыху и ничего не деланию, да? Приходится работать, иногда приходится не спать несколько суток, иногда приходится слышать «нет», когда не получается экзамен сдать, когда я подавала в 3 школы, прошла в одну, слава богу, прошла в одну, но в 2 остальные мне пришлось услышать «нет». Когда подавала на работу, это тоже было, на самом деле, когда люди думают, что если поступить в топ-школу здесь, то очень легко получить работу. Я не думаю, что это совсем правильное высказывание, потому что это также нужно вкладывать очень много усилий для того, чтобы получить работу из школы, да? Потому что ты начинаешь уже конкурировать не с общей массой, а конкурировать с своими одноклассниками и с людьми из других топ-школ. Так что это такая следующий уровень конкуренции. Было очень много «нет», было очень много отказов, было очень много просто игнорирования со стороны некоторых компаний и так далее, да? Но я думаю, что просто верить в то, что в итоге все получится, если очень сильно постараться. Иногда можно получить «нет» несколько раз перед тем, как получить «да». Я думаю, что это просто зависит от того, насколько ты хочешь именно этого, да? И насколько ты готов идти и работать. Алдыда кандай пландарды койдуңуз? Много планов. Да, вот сейчас пока я очень сильно сконцентрирована на том, чтобы расти на той позиции, в которой я нахожусь, для того, чтобы узнавать больше вещей, учиться у тех, кто рядом со мной. Это удивительный, на самом деле, опыт иметь рядом с собой CEO разных компаний, которые делятся своими идеями. Такого уровня люди с таким опытом каждый день при тебе как бы принимают решения, и это, я думаю, что один из самых таких высоких точек обучения для меня в ближайший год и вообще в ближайшее время. Я думаю, что это самое главное. Кыргызстандагы компаниялар кандай эмнени үйрөнүш керек Google'дан, мисалы? Компаниям в Кыргызстане, я думаю, что есть очень много классных моментов, которые можно перенимать как у Google, так и других компаний по миру, да, лучший опыт. Это и процессы, там, выстраивание процессов, какие цели нужно выставлять перед компаниями и так далее. Но я думаю, что очень важно еще понимать как бы местные нюансы, да, и уметь подстраивать этот классный опыт, зарубежный опыт под реалии и ограничения в Кыргызстане, да, либо ресурсы, которые у нас есть. Я думаю, что у нас есть очень классный человеческий ресурс, который недоиспользуется. И в мире технологий как раз, я думаю, что в будущем нам не обязательно надо будет эмигрировать куда-то, потому что технологические компании позволяют работать удаленно, да? Можно иметь отличную карьеру, оставаясь в Кыргызстане, не имея никаких проблем с перекрытием. Азыр бул жерде уулуңузду жетелеп чыктыңыз. Жумушка кандай чогуу алып келесизби? Анан ошого уруксат барбы? Ал сизге тоскоолдук жаратпайбы? Здесь очень классная политика относительно детей, животных, членов семьи и так далее в Гугле. Сейчас лето, поэтому у моего сына каникулы.
но он обычно ходит в summer camp с утра до вечера. Но на этой неделе у нас как раз выходные, как вы знаете, поэтому на этой неделе мы не идем в summer camp, но я все равно 3 дня работаю, и поэтому просто беру его с собой, да. Ни у кого никаких проблем не возникает, потому что, ну, во-первых, ему 7 лет, он очень самостоятельный человек, а во-вторых, даже если бы я думаю, что меньше был ребенок или больше, неважно, да, если правильно выстраивать это, да, так что он не бегает у меня по всему офису, там, не мешает всем остальным, быть как бы уважительным к чужому пространству и чужому времени, то никаких проблем нет. Никто никогда в жизни здесь не скажет, что нельзя приходить с детьми или там что-то такое. Я также успешно могла бы сегодня провести время дома, работая удаленно, да, и также не было бы никаких проблем. Просто у меня было несколько встреч, которые было важно провести как бы на кампусе, поэтому мы приехали сюда. Чоң рахмат анда сизге. Убактыңызды. Сизге да рахмат. Канча минут болду? 55. Канча минутуңуз бар? 2 минут бар.